В моей жизни три ценности – дружба, север и акварель. Это слова народного художника коми Виталия Трофимова, который отмечает завтра 80-летие. Главной темой его творчества стал приполярный Урал, который он исходил с геологическими экспедициями, но чаще в одиночку. Там же в Приполярье он построил два дома. Один на реке Усе вблизи Абизи, другой в верховьях Харуты. И по сей день большую часть времени Виталий Трофимов проводит в одном из своих домов, где находит вдохновение в окружении тишины и природы. Несколько дней назад он приезжал из Инты в Сыктывкар в Национальную галерею на встречу со своими зрителями. Елена Красильникова тоже встретилась с мастером. Спустя почти 10 лет он снова в Сыктывкаре. Национальная галерея республики долго вела переговоры с художником, подбирала удобное время. Потому что Виталий Трофимов любит жить вдалеке от городов, в своих избушках на Приполярном Урале. Одна в 150 километрах от Абизи, вторая в 20. Когда уходит лед, можно сесть на свою лодку с продуктами, со снаряжением и забраться куда-то очень далеко. Забрался настолько далеко и глубоко, что, наверное, единственная изба на всей территории нашей России, на Урале, на реке Харута, по картам числится изба художника. До этой избы Виталий Трофимов плывет на лодке часов 14. Причем лодки-горнячки, которые ходят в горы, он делает своими руками. В его домах часто останавливаются туристы, бывают и художники. На снимках мы видим пленэр, организованный мастером. В северной природе он черпает вдохновение. Здесь рождается его философия бытия. Где-то какое-то дерево выросло красивое, где-то новое гнездо у орланов появилось. Ну, то есть вот какие-то моменты, где-то случайно там пробежал мимо тебя олень, которого ты не ждал, где-то ты издалека медведя увидел. Вот, все это как бы, то есть, казалось бы, там, где полная глухомань, там абсолютно насыщенная жизнь. Другое дело, что как бы в нее надо войти. 60 лет назад уроженец Алтайского края, выпускник Ленинградского художественно-графического училища, приехал в Инту. С тех пор Виталий Трофимов живет в этом северном городе. Как и Приполярный Урал, он на его полотнах. Это не те воздушные акварели, к которым мы привыкли, а скульптурные, объемные. Техника необычная, стиль не спутать ни с кем, отмечают искусствоведы. Сам момент создания картины больше напоминает перформанс или джазовые импровизации. Он, когда начинает работать, сначала по-сырому, и ты не понимаешь, что он делает, потому что вот эти краски гуляют, ходят, они смешиваются, они приобретают совершенно какие-то невиданные какие-то оттенки, да, потом они все это темнеет, да, и вот там елочки, там, или там горы, или там реки, они просто перед тебе вот рождаются, он смотрит, нет, не так, да, то есть он может поменять русло, грубо говоря, там, вырастить елочку, там, убрать елочку и так далее, да, и на самом деле это происходит достаточно быстро, и вот, наблюдать за этим можно бесконечно совершенно. Это просто какое-то чудо, которое буквально там за полчаса, за час у тебя на глазах совершается. Вот идет общение со зрителями. Среди них и профессиональные художники, и дети, которые только учатся рисовать, и, конечно, интинцы, перебравшиеся в Сыктывкар. Эта картина долгое время висела в кабинете председателя исполкома Инты Александра Попова как ежедневное напоминание: баракам в городе не место. По словам собеседника, для интинцев Виталий Трофимов, без сомнения, художник номер один. Это человек, который воплотил Инту, сохранил ее вот, для памяти потомков. Но его взгляд, он совершенно уникальный. И очень много людей, которые сегодня не смогли сюда прийти, уже по разным обстоятельствам, но они помнят, у интинцев есть его работы. Для Ивана Мамонтова Виталий Трофимов не только художник, но и школьный учитель черчения и рисования. Любимый. Дети были в восторге, когда он играл в футбол или рисовал. Он рисовал двумя руками. Одновременно портрет, и это вообще для нас было это сказочно. На выставке акварельной импровизации Виталия Трофимова более 40 работ, созданных автором в разные периоды творчества. Большая часть экспонатов из собрания Национальной галереи, которую мастер называет не только родным домом, но и храмом. Если это как бы намолено жизнью сотен художников, десятков искусствоведов, тысяч зрителей, а может быть десятки тысяч зрителей, то рано или поздно это сооружение, этот дом, становится храмом.
В интервью Виталий Трофимов говорит, границу, что жизнь кончается, он не ощущает. Есть силы и энергия. В мастерской ждет лодка, ее нужно доделать, а дальше приполярный Урал. Все как всегда, как заведено у художника, который выбрал одиночество и тишину. Елена Красильникова, Павел Люлянмин, телеканал Юрган.